в рамках этого проекта Академии наук, чтобы вы тоже поделились, что-то рассказали молодому поколению о тех сложных, непростых годах, которые вам пришлось пережить в Якутии. Все свое детство, годы войны, практически провел в Якутске. И я очень даже все это видел, как люди собирались. Вот площадь Орджоникидзе, там была в то время баня. И вот там приводили очень большие колоннами людей, и они там мылись и потом ехали на фронт. На фронт. Ну и самое интересное, что вот эта улица Петра Алексеева, она тогда называлась Лагерная. А почему? Потому что за конце улицы, там уже в то время кончалась до улицы Лермонтова, теперешней, там были военные лагеря. И мы постоянно видели, как утром тренировались парашютисты. Вот. Ну и интересно было то, что во время войны в Якутске тоже были военные, сирены работали. И всех прохожих заставляли куда-нибудь зайти. Там, пусть магазин, даже пусть просто закрыто. И вот это вот определенное, так сказать, время, эта сирена действовала. Ну и потом ослаблялась, и мы тогда мальчишки-то бегали. А сколько вам лет было? Где-то я должен был в конце войны, я пошел в 1 класс, но, к сожалению, это 5-я школа, тогда топили дровами, и мы месяцами не учились, потому что не было дров, не подвозили их. Вот. А где-то в конце, так сказать, в 1944 году у меня дед, отец мой фактически, вот, он жил на севере, на золотых разработках, и мы уехали туда. Вот я помню, что я на грузовом самолете летел до Батыгая, и вот я какую-то победу я встречал в Батыгае. Интересно, что тогда ни телевидения, ничего не было. Мы бежали на площадь, где висел репродуктор. И вот там слушали известия о победе. Это было тогда действительно очень большое событие для нас, детей, так сказать, войны. Ну, нужно сказать, что, откровенно говоря, послевоенные годы это фактически отстроили и восстанавливали все. Это дети, которые родились, предвоенные годы. Вот. Это очень большая работа была, безусловно. Но мы тогда только закончил я учебу. Вот. В конце, так сказать, мы переехали уже на родину, в Вилюйск. И оттуда я поехал уже в высшее учебное заведение. Вот. Но потом я уже стал геологом и работал на алмазных месторождениях Якутии. Тогда их только что открыли, и это было большое событие тоже. Открытие якутских алмазов – это мировое событие было. Вот. А как раз ваши коллеги какого возраста были? Все мои коллеги, они были примерно моего возраста. Где-то
25-30-летние. Вот. И что интересно, в этот год, когда, так сказать, я пошел на работу, в Институт геологии поступило 40 человек. И все они были выпускниками московских вузов, вот, санкт-петербургских, тогда ленинградских. Вот. И мы все занимались изучением алмазных месторождений. Ну, действительно, я обошел практически все центральные месторождения, занимался изучением. Тот же Мир, Удачное, Сатыканское, вот, Айхал. Все эти месторождения я побывал и посетил все месторождения Далдынского района. Это где-то около 70 месторождений. Вот. И потом я был на севере, а тогда я работал на карбонатитовых месторождениях. Это, так сказать, интересно в том, что карбонатитовые месторождения протыкались кимберлитовыми трубками и несли всю минералогию карбонатитов наряду с кимберлитами. Вот. Ну, вот такие дела. А вот, Виктор Клавдевич, вы уже тогда понимали, вот продолжая тему алмазодобывающей промышленности, что это стратегическая становится отрасль всей страны? Да, безусловно, потому что стране нужна была валюта, и поэтому, так сказать, невзирая ни с какими, так сказать, средствами, правительство старалось как можно больше добыть алмазов. Алмазы уже продавались за рубеж, вот, и уже в 50-х годах уже валюта поступала в страну. Вот, Виктор Клавдевич, когда вы возвратились с севера себе на родину, в Вилюйск, вы вот как вы вспоминаете ветеранов, которые с войны вернулись? Вот какая ситуация была, вот, что они рассказывали или не рассказывали? Знаете, к сожалению, ветераны, они настолько были, видимо, ну, так сказать, поражены этим как боевым действием, они старались вообще не рассказывать. Они все время считали, что это очень трудно, плохо. Вот. Поэтому о боевых действиях они очень мало рассказывали. Вообще даже. Вот. Но мы их видели, этих ветеранов. Вот. Их было мало, конечно. Вот. А как люди к ним относились? Как вы относились, молодые совсем? Ветераны мы, конечно, с уважением относились, с очень большим уважением. По праздникам они приходили, рассказывали кое-чего. Ну, главное, что вот, допустим, пионеры в комсомольцы тогда вступали, тогда вот они, так сказать, тоже приходили. Понимаете, это карточная система была тогда. И я помню, в Батыгае, когда мы жили, вот, это пойти за хлебом с карточками, это была очень большая проблема, потому что большие очереди были. Люди, так сказать, понимали. И я помню, что я мальчишкой, и меня посылали за хлебом, потому что, видимо, ребят пропускали маленьких. Вот, тогда еще мы пропускали. Вот. И что еще я помню? Вот я помню, что в Якутске, когда мы жили, еще не уехали, там были, по-моему, 1 мая или, в общем, были демонстрации. И на этих демонстрациях изображали, как немцев уничтожают. Вот. И я это хорошо помню, вот, немножко. Вот. А так, конечно, это... Но еще в Якутске, конечно, было очень трудно жить в то время. Я помню, бабушка, я у бабушки с дедом жил, вот. И она получала пенсию или не получала, я не помню. Но я помню, что она занималась шитьем. Она кого-то обшивала, и таким образом ей платили, хоть немного, но платили. Вот. Ну, вот такие дела.
День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порох